12 июня Россия отметила один из своих главных государственных праздников – День России. Эта дата дважды знаменательна. 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. А ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента, на которых победил демократ Борис Ельцин. Официально же новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. С тех пор 12 июня отмечается как День России. В Сибае праздничные мероприятия начались в 11 часов утра на Центральной площади. Уважаемые сибайцы и гости города, сегодня очередная 27-я годовщина со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Россия – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством. Страна, соединившая в рамках единого государства множество народов и культур. И в этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы. Сибайцы встречают праздник с хорошим настроением и большими планами на будущее. С начала года предприятиями и организациями города отгружено продукции на 3 миллиарда 870 миллионов рублей. Построено с начала года 6761 метров жилья, что на 3% больше показателей прошлого года. Запланирован на этот год капитальный ремонт значительной части городских дорог, мостов по улице Баймакской и в поселке Золото. На эти цели выделено 68 миллионов рублей. В рамках программы «Городская среда» в ближайшее время начнется благоустройство 5 дворов. Это дворы домов по адресу Индустриальное шоссе номер 6, 8, 12, Кустимова 4, Строителей 2, Ветеранов 2, Строителей 4, 4/1, Строителей дом 6, Строителей 6/1 и /2, Ветеранов дома номер 6, Чайковского 28. Значительное обновление будет в парке культуры и отдыха имени Гафури. Появятся игровые элементы на сквере в районе Фок-Беркут. Будет сооружен игровой парк в зеленой зоне на территории бывшего кинотеатра «Мир», где сейчас расположен Дом молодежи. Также в поселке Аркаим будет уложен тротуар от выезда в микрорайон до здания школы протяженностью 840 метров. Уверен, что совместными усилиями мы сможем успешно решить все это и наметили на ближайшую перспективу. Дорогие сибайцы, мы сами, наши дети и внуки достойны лучшей жизни в сильном, богатом, независимом, всеми уважаемом государстве. Но и в каждом из нас должен чувствовать свою сопричастность с судьбой страны, вносить свой вклад в общее дело. От всей души поздравляю всех с главным праздником, Днем России. Желаю успехов во всех делах, доброго здоровья, благополучия, оптимизма. Мероприятие шло на башкирском и русском языках. Поздравить граждан с праздником и порадовать своими яркими выступлениями собрались десятки танцевальных и вокальных коллективов города. Полные звезды на тебя глядят, незаветный пламень полыхает, то огни Отечества горят, и высокий путь нам освещают. Свет отчизны смотрит на тебя, полыхая вечными огнями, и всплывает китиш, как судьба, отражаясь древними крестами. Россия, Русь, храни себя, храни, живи, страна, единая держава, пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава. Россия, Русь, храни себя, храни, живи, страна, единая держава, пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава. От границ до самого Кремля ты одна стоишь перед глазами. Это светит Родина моя золотыми вечными огнями. Так живи, родимая земля, где гуляют ветры молодые,
Россия, Русь, храни себя, храни. Живи, страна, единая держава, пускай горят отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава. Круто хлеб завешен и посолен, каждый вечно сам себе указ, но на вату белых колоколен сердце отзывается тотчас. На том стояли и будем стоять, и эту землю у нас не отнять. И как молитву держу я слова, пока мы живы, Россия жива. Нет предела слабости и силе, не спешим коней мы запрягать. Только если в драку мы вступили, на дороге лучше не вставать. С пьяным клювом обнимать колени и за счастье по миру кружить. А потом на храмовый ступенях каяться, чтоб снова согрешить. На том стояли и будем стоять, и эту землю у нас не отнять. И как молитву держу я слова, пока мы живы, Россия жива. Одни концертные номера посвящались теме патриотизма, другие концентрировали внимание на человеческих чувствах, третьи вдохновляли людей радоваться каждому моменту жизни. Разнообразие тематики и жанров сделали концерт особенно увлекательным.
Наряду с концертом на Центральной площади были организованы спортивные соревнования. Одни показывали свои навыки владения мячом, другие состязались в боксерских поединках. Каждый мог найти себе занятие по душе. В ходе праздничного концерта состоялось чествование лучших работников городских предприятий и организаций. За многолетний добросовестный труд им были вручены грамоты от имени главы администрации Сибая. Кроме того, были вручены почетные дипломы участникам республиканских конкурсов. Поздравляем вас! Сегодня мы участвуем в нашем государственном празднике, отмечаем День нашей страны, День России. И сегодня, в этот день, меня наградили почетной грамотой от администрации города. И я вспоминаю, что сегодня, 1 июля, уже скоро я 25 лет ровно назад приехал в этот город, Сибай. И уже 25 лет служу здесь. Была за это время построен храм. Мы одновременно строили и храм православный, и мечеть в эти годы одновременно, 93-й, 4-й, 5-й. Сегодня в этот праздник, конечно, хочется поздравить всех горожан и с этим днем и выразить уверенность, такую, что все действительно изменится к лучшему в нашей стране, и нас ждет действительно большое будущее. Ляна Кириллова, Данила Либаев, Радмир Исенгулов, Гульнара Раскильдина, телекомпания СТВ.